Иногда, пройдя долгий путь, уставший человек хочет просто отдохнуть и укрыться в тени, веря в добросердечие окружающих и думая, что мир вокруг будет благосклонен и справедлив. Однако история многих народов и государств учит нас, что покой и благополучие не являются само собой разумеющимися. Они являются результатом многих факторов, в том числе усилий, решительности и стремления к самосохранению. Мы живем в мире, где каждое общество и каждая страна стремятся занять свое место под солнцем. Это место может быть обеспечено только усилиями, а не простым желанием. Ведь, как говорят, чтобы у одного было хорошо, другому приходится трудиться. Эта работа далека от праздности, требует многих жертв и многочисленных усилий. Опираться только на доброту и гуманизм окружающих рискованно. Не потому, что мир полон жестокости, а потому, что интересы наций, как правило, определяются их национальными интересами. Да, иногда проявляется человечность, и нации приходят на помощь друг другу. Но исходить из того, что так будет всегда, наивно. Примеры Палестины и Армении действительно показывают, что помощь не всегда приходит, и когда она приходит, это скорее исключение, чем правило. Эти страны, как и многие другие, столкнулись с проблемами, которые они были вынуждены решать в основном сами. Таким образом, лучший способ обеспечить себе стабильное и процветающее будущее – это брать судьбу в свои руки. Это не означает изоляции или недоверие к окружающему миру, это просто признание того, что наше благополучие в первую очередь зависит от нас самих. Надеяться на помощь и поддержку хорошо, но исходить из того, что она обязательно придет, неуместно. И не только в моменты великих событий или кризисов, но каждый день, каждый час. Ведь именно повседневные дела, рутина и мелкие решения складываются в общую картину успеха или провала. Взгляните вокруг. Учитель, который прилагает максимум усилий, чтобы передать знания молодому поколению. Врач, который работает допоздна, чтобы спасти жизнь пациента. Строитель, который тщательно возведет стену, или дорожный рабочий, который устраняет яму на дороге. Все они герои, потому что они вносят свой вклад в процветание нашей Родины. Нельзя умалять свою роль или считать, что твои действия не важны. Наоборот, каждое твое действие, даже самое незначительное, может стать решающим в большой цепочке событий. И каждый раз, когда ты предпринимаешь дополнительные усилия, делаешь что-то хорошо и с полной отдачей, ты делаешь шаг вперед на пути к процветанию Чечни. Сегодняшний мир быстро меняется, и чтобы Чечня могла конкурировать на международной арене, каждый ее гражданин должен приносить свой вклад. На наших плечах лежит ответственность не только за себя и свою семью, но и за будущее нашего народа. Это и есть истинный патриотизм, не просто любовь к своей стране, но и готовность работать на ее благо каждый день. Таким образом, каждый из нас играет ключевую роль в обеспечении благополучия и развития Чечни. Помните об этом, делая свой вклад каждый день, и вместе мы создадим сильную, процветающую и счастливую нацию.